Хайырлы, hürmetli Devlet Soветы депутатлары һәм бүгенге утырышта катнашучылар. Доброе утро, уважаемые депутаты Государственного Совета, участники заседания. По установившейся традиции в заседании парламента, на котором оглашается ежегодное послание президента, участвуют наряду с депутатами Государственного Совета руководители органов государственной власти, местного самоуправления и представители широкой общественности. В работе 14-го заседания Государственного Совета принимают участие президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан, премьер-министр и члены правительства Республики, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, руководители судебных органов, территориальных органов государственного управления России по Республике Татарстан, аудиторы Счетной палаты, председатели советов и руководители исполнительных комитетов муниципальных образований, представители Республиканского совета муниципальных образований, руководители предприятий промышленности, транспорта и строительства, банков, предприятий агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, руководители вузов и других образовательных учреждений, представители науки, творческой интеллигенции и спорта, учреждений здравоохранения, представители политических партий и общественных объединений, представители религиозных конфессий, ветераны, постоянные представители Республики Татарстан за рубежом и в регионах Российской Федерации, руководители дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в городе Казани, работники аппаратов президента, Государственного Совета и правительства нашей республики, представители средств массовой информации. Уважаемые участники заседания, принимая во внимание общественную значимость сегодняшнего заседания, Президиум Государственного Совета принял решение об организации прямой телевизионной и радиотрансляции 14-го заседания Государственного Совета. Для пользователей сетей интернет онлайн-трансляция доступна на официальном сайте парламента республики. В соответствии с результатами регистрации кворум для начала работы заседания имеется. 14-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляю открытым. Amen.
утвердится. Уважаемые участники заседания, Президиумом Государственного Совета Республики в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан внесено предложение включить в повестку дня 14-го заседания один вопрос. Ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики. Нет возражений? Нет. Возражений нет, повестка утверждена. Слово для выступления с докладом предоставляется президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Пожалуйста, Рустам Нургалиевич. Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные, хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. 2020 ел мөһим даталарга һәм иҗтимагый сәяси вакыйгаларга бай булды. Республика стабиль рәвештә үсүен дәвам итә. Татарстан яшәү өчен иң яхшы урыннарның берсе санала. Бу безнең горурлыгыбыз һәм киләчәккә ышанычыбыз. В основе стабильного развития республики мощный экономический потенциал, опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие годы, а также поддержка руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина. В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это героическая страница в истории нашей страны. Как в известных строках, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Действительно, страшная война коснулась практически каждой семьи. 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт, половина из них не вернулась. Мы отдаем дань уважения и приносим слова глубокой благодарности поколению победителей, спасшему мир от фашизма. Наш долг – окружить заботой ныне здравствующих ветеранов, увековечить память о событиях военных лет, о людях, отдавших свою жизнь на полях сражений, обо всех, кто во имя победы неустанно трудился в тылу. Юбилейный год в Парке Победы нашей столицы совместно с ветеранами мы открыли памятник советскому солдату-победителю. В основе собирательного образа подвиг сына татарского народа Гази Зигатова, который 30 апреля 1945 года водрузил над Рейхстагом красное знамя. В Алькеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском, Менделеевском, Мензелинском, Дрожжановском и других районах установлены бюсты, памятные знаки, стеллы в честь героев войны Наби Даули, Михаила Фомина, Велена Бурмистрова, Никиты Фролова, а также в память о неизвестных солдатах, павших без вести. Имя Зината Хасанова присвоено школе Сармановского района, а центральный стадион в Ахтанышском районе теперь гордо носит имя героя Советского Союза Баяна Давлетова. Важным событием в год памяти и славы, признанием особого вклада татарстанцев в великую победу и укрепление могущества страны стало присвоение столицы нашей республики городу Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Памятными знаками предприятия трудовой доблести отмечены Казанские заводы, оптико-механические, электротехнические, пороховой, вертолетный, авиационный, Иликон, Вакуммаш, государственный НИИ химической промышленности, КМПО, Гипро, НИИ Авиапром. Сегодня в зале герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, участник Великой Отечественной войны Александр Михайлович Молотов и труженики тыла Камиль Хусаинович Тукаев и герой социалистического труда Николай Васильевич Фролов. Рахмат сизга, Викзор. Спасибо вам большое. Дорогие
ветераны, hürmetli ветераннарыбыз, siz батырлык һәм кыюк үрнәге. Сезгә һәм барлык ветераннарга чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Барыгызга да сәламәтлек, яхшы кәеф, жан җылысы һәм озын гомер телим. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, в год столетия ТССР следует отметить особую судьбоносную роль образования республики в истории нашей государственности. Для Татарстана это история развития, наполненная яркими событиями. Безусловно, на этом пути были трудности и потери, взлеты и успех. Нам памятны и большие победы. В юбилейный год реализована насыщенная программа мероприятий научных, образовательных и издательских проектов по сохранению исторического и духовного наследия. Большой объем работ выполнен по строительству новых и реконструкции существующих объектов социальной, культурной и транспортной сферы. Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по многим социально-экономическим показателям. В основе наших успехов богатая история культурное и духовное наследие, созидательный труд многих поколений татарстанцев. Мы пригласили в этот зал людей, которые посвятили всю жизнь любимой профессии и своим трудом вносят вклад в развитие родной республики. Это Резида Абдулнуровна Акберова, доярка из Атинского района, Ринат Галимулович Валиулин, слесарь-сборщик летательных аппаратов, Назих Вазихович Багаудинов, строитель-монтажник, Людмила Дмитриевна Грезина, учитель русского языка и литературы, Милявша Рашатовна Сабирова, воспитатель дома-интерната, Альберт Мансурович Байметов, ветеринарный врач, Ленар Альфатович Хисамеев, старший участковый уполномоченный полиции из Арского района, Петр Михайлович Иванов, ветеран пожарной службы. Дорогие друзья, попрошу их подняться. Хочу выразить слова глубокой признательности вам, в вашем лице, татарстанцам, за самоотверженный труд и пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Бигзур рахмат сезгә. Туган илебезне яратырга, хезмәтне сөяргә без сездән өйрәнәбез. Хезмәт батырлыгы илебезнең горурлыгы ул. Рахмат сезгә. Спасибо большое. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, определенные коррективы в нашу жизнь внесла пандемия коронавируса. Мы вместе преодолеваем этот вызов. Экономика, социальная сфера, да и человеческие отношения прошли испытания на прочность. Главный удар приняли на себя медицинские работники. Все силы были мобилизованы на сдерживание стремительного распространения болезни. Своевременно проведена подготовка коечного фонда. Медицинские учреждения были оснащены всем необходимым. Дополнительно к существующему коечному фонду за 100 дней построен и оборудован новый корпус Республиканской инфекционной больницы в Казани. Введен и в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в Набережных Челнах. Благодаря поддержке компаний Татнефть, КАМАЗ, Полиматис, Эластик, Аромат, 80 швейным фабрикам, а также предприятиям Позис и Темпа, нам удалось оперативно наладить производство средств индивидуальной защиты, антисептиков и бактерицидных облучателей. Совместная работа медиков, сотрудников Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов продемонстрировала свою эффективность. Нам удалось купировать риски и предотвратить негативные сценарии развития событий. Сегодня мы пригласили в зал людей, которые все это время находятся на передовой. Это медицинские работники: Зульфия Галихметова, Светлана Железнова, Милявша Файрушина, Евгений Долгов, Светлана Лопатина, сотрудники Роспотребнадзора Лилия Юзлибаева, Луиза Борисова, сотрудники правоохранительных органов
Владислав Волков, Рустам Хазиев, Аргат Мухамедзянов, Рустам Ибрагимов. Дорогие друзья, я тоже прошу вас подняться от всей души, а еще выразить от имени всей нашей республики глубочайшую признательность сізге, исәнлек, саулык, сабырлык, рахмат сізге. В целях снижения негативных последствий в экономике и социальной сфере, согласно поручению президенту России Владимира Владимировича Путина, правительством страны был оперативно разработан целый комплекс мер поддержки. Аналогичные меры в кратчайшие сроки были приняты нашим Кабинетом министров республики. Были созданы условия для работы ведущих предприятий. Ни один день не прекращали свою деятельность отрасли сельского хозяйства, строительства, социальной сферы, экстренные службы и службы обеспечения. Принятые меры позволили сохранить коллективы предприятий. Несмотря на трудности, пандемия сплотила наше общество. В этот сложный период руку помощи нуждающимся протянули сотни волонтеров и бизнес-сообщества. Большая и очень нужная работа была проведена в рамках движения «Помощь рядом» «Ярдам Янаша». Хочу выразить спасибо благотворителям, нашим крупным и малым компаниям и организациям, а также гражданам, которые откликнулись в это непростое время, оказали столь необходимую поддержку медицинским работникам и нуждающему нашему населению. Среди них такие компании, как Татнефть, КАМАЗ, группа компаний ТАИФ, Нефис Косметикс, Зеленодольский завод имени Горького, Бахатле, Духовное управление мусульман, Татарстанские митрополии, Русской православной церкви и многие другие. Бигзур Ахмад, большое спасибо. Уважаемые депутаты, хорматлы депутатлар, важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны, имеющим историческое значение, стало общероссийское голосование 1 июля 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поправки нацелены на укрепление могущества нашей страны, защиту общероссийских ценностей и традиций, закрепляющие социальные гарантии, поддержали большинство татарстанцев. Результаты голосования продемонстрировали высокий уровень поддержки республики и курса нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Итоги выборов президента Татарстана и депутатов представительных органов местного самоуправления, прошедших 11-13 сентября, я расцениваю как высокую оценку работы всей нашей команды. Это доверие, которое мы должны оправдать своими делами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех избирателей за участие в выборах. В условиях высокой конкурентной борьбы различных политических сил и общественных объединений сформированы представительные органы местного самоуправления. Депутатский корпус значительно обновился. В ходе избирательной кампании поступило много предложений. Все они должны быть учтены при реализации муниципальных и республиканских программ. Открытость и отзывчивость – вот чего ждут люди от органов власти. Важно слышать все мнения, а не только те, которые нам нравятся или которые нам хочется услышать. Мы должны учитывать их в работе и аргументированно доводить до граждан свою позицию. Органам власти нужно осваивать все современные инструменты коммуникации. Это поможет нам видеть реальную картину на местах, быстро и качественно реагировать. Показательный пример – информационная система «Народный контроль». С 2012 года отработано более 300 тысяч сообщений о конкретных проблемах, волнующих наших граждан. 87% из них решены. Принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства открывает цифровая трансформация государственного управления.
необходимо дальнейшее развитие проекта «Цифровой Татарстан». Значимая роль в развитии обратной связи с населением и поддержки социальных инициатив принадлежит институтам гражданского общества и общественным организациям. Мы обязательно продолжим поддержку их социально значимых проектов. В этой работе возрастает роль Общественной палаты республики. При ее координации необходимо усилить общественный контроль за качеством исполнения поддержанных гражданами публичных целей и задач министерств и ведомств. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, сохранение и развитие культуры, самобытности каждого народа республики, межнациональной и межрелигиозной мире и согласия – базис стабильности, который позволяет нам уверенно развиваться. Хотел бы отметить особую роль религиозных объединений, национально-культурных организаций, Ассамблеи народов Татарстана, которые с большим вниманием и ответственностью подходят к укреплению нравственных ценностей и организации востребованной обществом социальной работы. Приближается завершение строительства воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, а также торжественные празднования в 2022 году 1100-летия со дня принятия ислама в Волжской Булгарии. Достойное проведение этих мероприятий на высоком уровне станет ярким свидетельством сохранения духовного, культурного наследия и самобытности многонационального Татарстана. Особое внимание следует уделить воспитанию детей и молодежи в духе взаимоуважения и этнокультурного развития. Необходимо поощрять их интерес к изучению родного языка и культуры. Один из таких проектов реализует Республиканский фонд возрождения. Под руководством Ментимира Шарифовича Шаймиева создается полилингвальный учебный комплекс «Адамнар», где обучение ведется на татарском, русском и английском языках. Ментимир Шарипұлы, сіз тарихи мәдәни мирасны саклау эшендә бөтен күңелегезне бирәсез. Хезмәтегез бик мөһим һәм кирәкле. Сезгә зур рәхмәт, саулык, сәламәтлек телим. Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Рухи яктан берләштерүче зур көч. Бөтен дөнья татар конгрессының бурычы милләт җыенында кабул ителгән стратегияне тормышка ашыру. Без Марат Гытыйф улы Ахметов җитәкли торган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссияга да зур өметләр баглыйбыз. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Шул ук вакытта һәркемнең шәхси үрнәге мөһим. Родной язык, прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями. Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике: татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов. Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства. Одним из значимых событий будущего года станет всероссийская перепись населения. Поручаю правительству республики и главам муниципальных образований обеспечить ее организацию на самом высоком уровне, с проведением необходимой разъяснительной работы и при широком участии общественности. Халық санын исәпкә алу нәтиҗәләре икътисад, демография, социаль өлкәдә стратегик планлаштыру өчен генә түгел, һәр милләт өчен дә бик мөһим.
Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, Татарстан накопил серьезный опыт в сфере внешних связей. Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется в рамках единой государственной внешней политики нашей страны. О высоком международном авторитете республики яркие свидетельствуют развитие контактов в рамках группы «Стратегические видения России. Исламский мир», проведение в Татарстане конференции ЮНЕСКО, мероприятий по линии стран БРИКС, Казань саммита и других международных и общероссийских форумах. Позитивным примером участия в реализации задач российской внешней политики призвано стать игры стран СНГ. В новых условиях нам необходимо сохранить все наработанные зарубежные контакты, использовать их для поиска новых возможностей продвижения интересов республики. Кроме того, следует расширить сотрудничество с российскими регионами по различным направлениям, в том числе по развитию внутреннего туризма. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, несомненным приоритетом нашей работы является забота о людях, формирование комфортной среды для жизни. Именно на это нацелены наши республиканские программы и национальные проекты. В рамках реализации указа президента страны Владимира Владимировича Путина о национальных целях нам предстоит скорректировать свои программы развития. При этом наши главные задачи, согласно республиканской стратегии 2030, остаются неизменными. Это развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Именно на это должна быть направлена деятельность всех ветвей и уровней власти. Удовлетворенность населения уровнем жизни – главный критерий оценки нашей с вами работы. Для нас стало привычным открытие новых и отремонтированных школ, детсадов, больниц, поликлиник, парков и скверов, спортобъектов, дорог. За 10 лет в порядок приведены более 7,5 тысяч и построено 3200 социально-культурных объектов. Обустроено более 400 общественных пространств. Капитально отремонтировано более 12 тысяч домов. Елдан-ел безден шәһәрләр һәм авыллар матурлана бара. Без бу масштаблы эшне республика программалары һәм милли проектлар кысаларында давам итәчәкбез. Только в этом году свои двери распахнут обновленные 49 школ, 117 детских садов, 96 учреждений здравоохранения, 68 объектов культуры, 131 спортивное сооружение и многое другое. Отмечу, недостаточно просто построить объект. Нужно заблаговременно обеспечить его кадрами, наполнить содержанием. Здесь должна кипеть жизнь. Строить объекты следует только там, где они действительно нужны, исходя из социальной потребности и экономической целесообразности. Недопустима ситуация, когда давно введенные объекты пустуют или используются неэффективно. Руководители министерств, ведомств, главы районов несут персональную ответственность за формирование и выполнение программ капитальных вложений. При реализации проекта крайне важно учитывать мнение жителей, взаимодействовать и работать сообща. Практика показала, что именно такие проекты становятся самыми успешными. Татарстанцы приняли активное участие в обсуждении концепции благоустройства парков и набережных, площадей и бульваров. И мы видим, как эти объекты сегодня востребованы, пользуются популярностью у жителей и гостей республики. Становятся нашей визитной карточкой. И эту работу мы продолжим. Недавно мы утвердили стратегию благоустройства реки Казанки. Это 30 километров общедоступной набережной и 12 парков площадью свыше 3000 гектар. Кроме того, в ближайшие годы мы приведем в порядок более 6500 дворов многоквартирных домов нашей республики. План на текущий год более 1000 дворов. Опыт, навыки, компетенции, которые мы наработали, позволяют нам заниматься не просто точечным, а комплексным благоустройством, связывать в единую нить и маршруты наши реконструированные дома культуры, благоустроенные набережные, парки и дворы. Без кешеләрнең поликлиника, мәктәпкә, балалар бакчасына, китапханәгә
тоқталышқа ничек һәм нинди тротуарлар бойынша баруы, балаларның ишек алдында имен уйнауы, әти-әниләрнең вакытны уңайлы үткәрү алу турында уйлыйбыз. Серьезные задачи поставлены перед нами в рамках национального проекта по жилищному строительству. К этой работе нужно подходить комплексно, не только с точки зрения увеличения ввода жилья, но и предусматривая строительство объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также созданием рабочих мест. Правительству республики совместно с Советом глав муниципальных образований необходимо обеспечить подготовку единых для агломерации документов территориального планирования, а также разработать эффективный механизм управления комплексным развитием данной территории. Это позволит создать новые рабочие места по принципу, где живут, там и работают, в том числе через организацию промышленных площадок. Аналогичная задача по комплексному развитию касается и наших малых городов и сельских местностей. Биредә эш урыннары булдыру бик мөһим. Уңышлы мисаллар арасында Биектау районында Казань-Сельмаш һәм Күпмара районында металл савыт-саба заводы, аларның продукциясенә Россиядә дә, чит илләрдә дә ихтыяҗ бик зур. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, за последние годы в республике проведена большая работа по модернизации здравоохранения. В первичном звене за 8 лет приведены в порядок все поликлиники. Построено более 500 ФАПов, отремонтировано 1400. Полностью обновлен парк машин скорой медицинской помощи. Огромные средства направлены на развитие высокотехнологичной медицины. В наших планах дальнейшее укрепление материально-технической базы первичного звена, строительство инновационного центра для лечения детской онкологии, филиала республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах и Альметьевске, хирургического корпуса Альметьевской детской городской больницы, а также строительство Казани офтальмологической больницы и других современных медицинских объектов. По-прежнему актуальным остается вопрос обеспечения кадрами в отрасли. Только в будущем году Министерству здравоохранения необходимо привлечь около 400 врачей, а в целом же потребуется более 2000 специалистов. Также важной задачей является цифровизация медицины. Она должна быть направлена прежде всего на решение таких вопросов, как оперативное получение различных справок и медицинских заключений. Необходимо сформировать единый цифровой контур государственных и частных медучреждений с созданием электронной медицинской карты. Кроме того, в текущих условиях стоит задача наверстать работу по оказанию отложенных ВМП процедур плановой госпитализации. Особое внимание следует уделить диспансеризации населения. Именно глубокая диагностика является эффективным инструментом раннего выявления заболеваний. Для удобства сельских жителей эту работу проводят 4 передвижные поликлиники, которые прикреплены к ведущим медицинским центрам республики. За короткий срок они уже показали свою эффективность. Осмотрено более 35 тысяч человек. У 2000 выявлены заболевания. Гражданам оперативно оказана вся необходимая помощь. Несомненно, болезнь лучше предупредить, чем лечить. А лучший способ сохранить здоровье – это беречь его, вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом. Мы последовательно развиваем спортивно-оздоровительную инфраструктуру. За последние годы построены 1000 универсальных спортивных площадок. В каждом муниципалитете есть современный бассейн и универсальный спортивный зал. Все они пользуются большой популярностью. В текущем году мы дополнительно построили 8 крупных спортивных объектов. За последний месяц введены в эксплуатацию 4 крытых футбольных манежа. Теперь юные футболисты и регбисты имеют возможность заниматься любимым спортом круглый год. Нам и дальше следует продолжить работу по развитию доступной для различных категорий граждан спортивной инфраструктуры. Хорошим подспорьем в деле здоровья сбережения является также организация летнего отдыха детей и молодежи.
Второй год подряд мы реализуем комплексную программу реновации лагерей. Түбән Камада үзебезнең Артек, Бөгелмәдә Губин исемендәге лагерь, Кама тамагында 21 гасырда төзелгән беренче балалар лагере Аргамак барлыкка килде. Казанның Восток лагере техник һәм технологик юнәлешле сменалар өчен база булачак. Быел әлеге заманча лагерьларда 50 меңнән артык бала ял итте. Всего же мы планируем обновить 94 лагеря, каждый из которых станет универсальной площадкой для оздоровления и развития нового поколения татарстанцев. Наряду с этим для молодежи мы развиваем сеть центров и клубов, реализуем творческие программы в различных сферах, поддерживаем молодежные организации и их инициативы. Местом притяжения для подрастающего поколения стал открытый недавно в Казани экстрим-парк «Урам». Отмечу, что крайне важно работать со всеми категориями молодежи, дать возможность раскрыться, проявить себя, показать свои лучшие качества, чтобы воплотить свои идеи в жизнь и добиться успеха. Шонысы куанычлы яшьләр әлеге эшкә тартыла, республика тормышында актив катнаша. Тормышка ашырыла торган яшьләр вакыты проекты бик күп яңа идеялар җыйды. Аларга һичшиксез ярдәм кирәк. Важной задачей является воспитание подлинных патриотов республики и многонациональной России, которые гордятся нашей историей и культурой, являются наследниками высокой нравственности и мужества. Сегодня в зале молодые люди, которым мы можем по праву гордиться. Это 15-летний Флорид Садриев из Лениногорска, участник движения «Юнармия», который спас человека в пожаре, и Галимов Ратмир из Чистополя, награжденный медалью «Доблесть и отвага» за спасение 7-летней девочки, а нашему герою самому 7 лет. Я попрошу ребят подняться, поаплодируем. Рахмат сізге бек зор. Спасибо. Крайне важно продолжить работу по созданию условий для самореализации молодежи. Это возраст, когда человек имеет себя, ищет себя и в конечном счете определяется с местом для жизни и развития. И мы должны делать все, чтобы они выбирали нашу республику. Совсем недавно с этой трибуны выступала студентка университета Иннополис, которая сказала: неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Полностью поддерживая эти слова, мы должны создать все условия, чтобы так было и впредь. Татарларда гаилә ил терәге диләр. Хәзерге заманда ул дәүләт һәм җәмгыять иминлеге нигезе булып кала. Нык гаилә ул һәрвакыт мәхәббәт, хөрмәт, бер-береңә кайгырту. Ул җылы учак һәм бәхетле булачак. Более 40 тысяч семей в нашей республике многодетные. Среди них семья Толпеевых из Набережных Челнов, где за совместно прожитые годы родилось 13 детей. Супруги Королевы из Ютазинского района воспитывают 4 приемных детей. Молодой семье Гилмудиновых из Балтансинского уже 4 детей. Эти семьи сегодня здесь с нами. Попрошу их тоже показаться, подняться. Рахмат сізге. Такие семьи – лучший пример ответственного родительства. Именно о них нужно рассказывать в СМИ, пропагандируя приоритет семейных ценностей. Бик зур рахмат сізге, оңышлар. Мы обязательно продолжим поддерживать семьи с детьми. Под нашим постоянным пристальным вниманием также должны находиться люди с ограниченными возможностями, социально незащищенные и уязвимые категории граждан. Люди, которые в силу различных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. Все реализуемые нами
проекты должны максимально учитывать их интересы. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, особое внимание в Татарстане уделяется развитию культуры, совершенствованию ее инфраструктуры. Среди обновленных за последние годы объектов отмечу Дворец культуры имени Ленина, Саид Галеева, железнодорожников, культурные центры Сайдаш Московский, а также Аллафузовский театр, в котором разместилось движение «Созвездие Йылдызлых». Проведена масштабная реконструкция Набережно-Челнинского драматического театра имени Аяза Гилязова. Назрела необходимость провести реконструкцию и Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Такое пожелание было высказано. Бережно сохраняя архитектуру и традиции, нам следует более активно использовать современные решения. Главное, чтобы наши объекты культуры стали комфортной средой, в которой хочется проводить время. Ярким примером стала обновленная национальная библиотека, которая объединяет в себя функции книгохранилища и современного общественного пространства. Сегодня это новая точка притяжения населения всех возрастов и самых разных творческих сообществ. Наряду с развитием и укреплением материально-технической базы проводится большая работа по сохранению историко-культурного наследия, поддержке творческих коллективов и деятелей культуры, подготовке кадров для отраслей. Эти и другие приоритетные направления были недавно рассмотрены на первом заседании Совета по культуре и должны войти в проект стратегии развития культуры Татарстана на ближайшие 10 лет. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, Мәгариф һәм фән республика үсешенең мөһим юнәлеше. Агымдагы ел педагоглар өчен бик катлаулы булды. Балалар онлайн укыдылар, студентлар имтиханнарны да онлайн тапшырды. Укытучылар яңа шартларда да гадәти белем бирү ритмын саклап калдылар. Аларга бик зур рәхмәт укытучыларга. Для поддержки наших педагогов по поручению президента страны Владимира Путина с нового учебного года более 23 тысяч классных руководителей наших школ получат выплаты в размере 5 тысяч рублей. При этом мы сохраняем и региональные меры поддержки. Кроме того, с 1 сентября мы обеспечиваем бесплатным качественным горячим питанием всех учеников начальных классов. Это 209 тысяч школьников. В нашей республике много талантливых ребят. Мы гордимся успехами наших школьников. Так, в текущем году на Европейской олимпиаде по математике среди девушек в составе российской сборной две ученицы Казанского лицея 131, Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, завоевали золотую и серебряную медали. На высшую ступень пьедестала почета Международной олимпиады по информатике поднялся Ильдар Гайнуллин, ученик лицея имени Лобащевского. Отличные результаты по ЕГЭ сразу по нескольким предметам продемонстрировали Инсаф Файзрахманов из Кукмарского района, Никита Алигер из Набережных Челнов, Лейла Надирова из Казани. Трое из этих ребят здесь. Я хочу, чтобы они поднялись, мы поприветствовали, пожелали успехов. Спасибо. С целью формирования образовательной среды, которая бы гибко и быстро реагировала на запросы реального сектора экономики, в Татарстане создан 41 ресурсный центр. В них есть все условия для обучения. Установлено новейшее оборудование, в том числе в рамках наследия WorldSkills. Ресурсные центры стали не просто кузницей кадров, но и ключевыми точками развития профессионального образования. Перед нашей высшей школой и научным сообществом республики стоят серьезные задачи по обеспечению тесного взаимодействия с реальным сектором экономики по перспективным направлениям развития. Примером здесь должен стать научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», созданный в Казанском федеральном университете в рамках национального проекта «Наука». Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, в основе повышения качества жизни и благосостояния населения эффективная экономика. Сегодня целый ряд
стратегически важных для республики инвестиционных проектов реализуется в нефтегазохимическом комплексе. В этом году исполняется 10 лет с момента запуска компании «Татнефть» проекта «Танека». Суммарный объем инвестиций на этом объекте превысил 424 миллиарда рублей. В результате мы перерабатываем более половины всей добываемой нефти республики. Реализация проекта продолжается. В текущем году инвестиции в новые производства планируются в объеме 55 миллиардов рублей. Важным результатом проекта «Танека» также стало создание в республике собственной инженерной компетенции нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечу, собственные компетенции следует развивать и в других секторах экономики республики. В условиях усиления конкуренции на мировом и российском рынках полимеров необходимо скорейшее завершение строительства новых и реконструкция действующих производств группы компании «Таиф». Это новый олефиновый комплекс ЭП-600 на Нижнекамск нефтехимия, наращивание производства полимеров на Казани Оргсинтез, а также проекты группы компании «Таиф» по новым генерирующим мощностям. Кроме того, необходимо завершить пусконаладочные работы комплекса глубокой переработки тяжелых остатков «Таиф-НК». Ее запуск позволит существенно повысить глубину переработки нефтяного сырья в республике. Большим потенциалом для роста экономики обладает машиностроительный комплекс республики, где сегодня реализуются крупномасштабные проекты. КАМАЗ вывел на рынок автомобили поколения К5. Готов к серийному производству новый двигатель Р6. Развернуто производство Ту-160М на Казанском авиационном заводе. Зеленодольский завод имени Горького спустил на воду первый в России речное пассажирское судно на сжиженном природном газе «Чайка СПГ», спроектированный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. В рамках программы повышения производства труда модернизация проводит заводы имени Серго, вертолетные и оптико-механические заводы. В целом, предприятиям АПК совместно с Министерством промышленности и торговли для диверсификации производства следует провести анализ своих технико-технологических возможностей с учетом перспективных рынков гражданской продукции. Продолжает инвестировать в республике высокотехнологичная компания «Хайер», один из крупнейших в мире производителей бытовой техники. Развитие экономики требует дополнительных эффективных энергетических мощностей. В федеральную программу модернизации включены 5 станций общей мощности 1,4 гигаватт. Среди них крупнейший проект по модернизации Заянский ГРЭС на 850 мегаватт. Остается актуальным вопрос по Набережно-Челнинский ТЭС. Поручаю правительству совместно с Татэнерго также проработать вопрос включения данного объекта в федеральную программу. В целях модернизации электросетевого хозяйства сетевая компания реализует масштабную инвестиционную программу с объемом финансирования порядка 50 миллиардов рублей в течение 5 лет. Важным резервом повышения деловой и инвестиционной активности является инфраструктура поддержки бизнеса, в том числе 5 территорий опережения социально-экономического развития. Поступления в бюджет от их резидентов уже 2 раза превышают сумму предоставленных льгот. Особая экономическая зона Алабуга – лидер среди особых зон страны по количеству вложенных частных инвестиций и созданных рабочих мест. Активно развивается Иннополис. Недавно здесь совместно с Росатомом запущен проект строительства, проект стоимостью 8 миллиардов рублей по созданию крупнейшего по Волжье центра обработки данных. Кипмастер, начинавшийся в 2004 году как проект по использованию незадействованных площадей КАМАЗа, вырос в один из самых больших индустриальных парков в Европе с площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Успешным примером реновации бывших промзон является Технополис Химград. Объем товарной продукции резидентов, который за последние 5 лет удвоился, это позволило ему 3 года подряд оставаться лидером национального рейтинга индустриальных парков России. К сожалению, не вся инфраструктура для бизнеса работает так же эффективно. Часть площадей промышленных площадок в районах не задействована, а у ряда из них не
выстроены четкие структуры управления, нет системной работы по привлечению резидентов, некоторые парки не обеспечены достаточной инфраструктурой. Поручаю Министерству экономики совместно с главами подготовить и реализовать предложения по повышению эффективности работы промпарков и площадок. Наша главная задача – создавать благоприятный предпринимательский климат, комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. До сих пор не все это понимают. Заниматься собственным делом, создавать новые производства и рабочие места – действительно большой труд, заслуживает уважения и всесторонней помощи со стороны государства. С этой целью в республике реализуется целый комплекс мер поддержки, финансовой, образовательной, имущественной, а также доступ к рынкам сбыта. В частности, в Татарстане на новых площадках крупнейших российских компаний «Вальберис» и «Озон» уже работает более 2000 республиканских поставщиков. У нас также развивается своя интернет-площадка «Казань-Экспресс», которая планирует к концу текущего года открыть порядка 70 пунктов выдачи. Свою эффективность демонстрирует республиканский маркетинговый центр. На его площадке более 3000 организаций и поставщиков уже получили выручку 30 миллиардов рублей. Предпринимателям следует активнее использовать возможности создаваемой инфраструктуры маркетплейсов. Динамичное развитие экономики во многом зависит от уровня цифровизации, охватывающей весь жизненный цикл продукта. Внедрение цифровых технологий и решений на основе промышленного и искусственного интеллекта и интернета вещей позволяет оперативно принимать оптимальные бизнес-решения, сократить производственные издержки, повысить производительность труда и конкурентоспособность компаний на рынке. С этой целью на базе IT-парка мы планируем создать центр цифровых возможностей, своего рода фабрику завтрашнего дня. Практические занятия в центре позволят республиканским компаниям последовательно и целенаправленно осваивать возможности индустрии 4.0. В целом, для обеспечения цифровой трансформации правительству необходимо оценить текущее состояние цифровизации каждой отрасли, выработать решения для достижения цифровой зрелости ключевых отраслей, оценить готовность кадров к комплексной цифровизации. Отмечу, что именно эти вопросы должны находиться в зоне особого внимания у руководителей как крупных, так и предприятий малого бизнеса. Считаю необходимым также отметить, что эффективный руководитель, который думает о будущем предприятия, должен в первую очередь заботиться о своем коллективе. Это касается постоянного обучения кадров новым технологиям, лучшим мировым практикам и, безусловно, достойной оплаты труда. Уважаемые депутаты, хорматли депутатлар, хотел бы отдельно остановиться на вопросах экологии, в частности, на сохранности наших рек, озер и водохранилищ. 7% территории Татарстана водоема. Отрадно, что в республике появилась компания, которая работает в части сохранения их биоразнообразия. Запущена вторая очередь рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» по восстановлению популяции волжской стерлядки. Правительство совместно с компанией необходимо проработать с Федеральным центром возможности использования потенциала проекта и на других федеральных объектах нашей страны. Кроме того, предприятиям следует обеспечить строгий контроль за экологической безопасностью. Сегодня около 80% отечественных сооружений предприятий республик не соответствует нормативам. Прошу хозяйствующих субъектов и соответствующие органы власти принять исчерпывающие меры для решения данного вопроса. Уважаемые депутаты, хорматли депутатлар, в республике почти 1 миллион граждан проживает в сельской местности. Мы проводим большую работу по повышению качества жизни населения, в том числе в рамках республиканских программ. Село – это образ жизни, особая культура и уклад. Здесь бережно хранится традиция, обычаи, родной язык. Одновременно сельское хозяйство является значимой отраслью экономики. В целом 2020 год оказался для сельского хозяйства благоприятным. В республике собран рекордный за 12 лет урожай 5,4 миллиона тонн зерновых.
Из муниципальных образований первым завершил уборку зерновых Атнинский район. Аплодисменты Атнинскому району. Лучшими хозяйствами республики стали предприятия имени Нурбаян из Актанежского района и компания Знакай из Знакаевского и Авангард из Буинского района. Они тоже здесь, тоже поаплодируем, скажем им слова благодарности. Отмечу также Ильдуса Фаткулина, лучшего комбайнера из Заянского района, и Ильгиза Гиньятова, лучшего механизатора из компании Хузангаевская Алькиевского. Руководители хозяйств, вот все они здесь. И, конечно, в лице вот наших механизаторов поднялись наши механизаторы и поаплодировали вам за такую работу. Успехов вам, Мушлар. В сфере АПХ необходимо продолжить работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Уже есть положительные примеры такой работы. Использование цифровых решений в управлении процессом формирования урожая позволило компании Кальмужина Мензелинского района за 3 года увеличить денежную выручку на гектар в 3,5 раза. Благодаря технической модернизации в хозяйствах Агросилы и Август энергообеспечение сегодня на уровне европейских сельхозпроизводителей. Использование кооперативом Монокорм Кукмарского района полноценных сбалансированных кормов позволяет обеспечить прирост надоя в личном подсобном хозяйстве на 10 литров на корову в сутки. Тем самым экономический эффект производства молока увеличивается в 1,5 раза, а также облегчается труд сельчанина по заготовке кормов. Несомненно, модернизация и внедрение новых технологий, повышение эффективности системы управления процессами производства сельхозпроизводства ведет к росту производительности труда, способствует улучшению условий труда, повышению заработной платы, а значит и привлекательности отраслей для молодежи. Так вот, пример хозяйств Тукаевской, Атнинского района, где построен высокотехнологический комплекс, сегодня более 70% сотрудников, молодежь, которые получают достойную зарплату. Подобные примеры – яркие свидетельства того, что резервы у нас есть, и мы их должны использовать. За последние годы в республике выработана целостная система поддержки крестьянских фермерских хозяйств и личного подворья граждан. Мы гордимся нашими фермерами, которые фактически с чистого листа создали успешный сельский бизнес. Среди них Насим Давлетов, Мензелинский район, Лена Галеева, Кукмарский район, Артем Морозов, Нижнекамский район, Светлана Заикина, Альметьевский район, Менсине Латыпова, Высокогорский район. Фермеры в зале, они здесь. Мы попросим их встать, поаплодируем. Да. Бекзор Рахмат, Сизгамушлар. В вашем лице всем фермерам. Труд фермера очень непростой. Сегодня можно сказать, что в основном мы завершили этап становления фермерского движения. Задача на ближайшие десятилетия укрепить их дальнейшее развитие. Каждое фермерское хозяйство должно стать опорой села и надежным партнером сельского поселения. В свою очередь, органы власти должны содействовать инициативным фермерам. Хорошим примером здесь является работа по повышению деловой активности сельского населения под руководством Фарид Хайровича Мухаммедшина и Марат Гатовича Ахметова. Надеюсь, эта совместная работа Государственного совета и Министерства сельского хозяйства Республики будет продолжена. Рахмат сизга, Фарид Хайрович, Марат Гатович. Нашим товаропроизводителям следует также активнее работать с торговыми сетями. Отмечаю компанию «Азбуку сыра». 80% объема продаж, которые приходятся на федеральные торговые сети. Благодаря этому ее продукция успешно реализуется по всей России. Хәзерге вакытта дөньяда халал продукция куллану үсә бара. Бу юнәлештә эшләү экспорт күләмен арттыру мөмкинлеге бирә. Мәсәлән, Агросила холдингы соңгы 15 елда әлеге өлкәдә актив эшли һәм алдынгы позициялар били. Юнәлешне үстерү нәтиҗәсендә ул быел халал продукция экспортын 2 арттырды.
Башка компанияларга да бу эшкә кушылырга кирәк. Агросилага кул чабыйк әле, рәхмәт әйтик. В целом, наряду с вышеперечисленными резервами агропромышленного комплекса необходимо кратное увеличение экспорта сельхозпродуктов, усиление селекционной работы в животноводстве и растениеводстве и принятие всех мер по обеспечению ветеринарной безопасности. Наша общая задача сделать АПК высокоэффективной и конкурентной отраслью. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, развитие экономики неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры. Стратегическими проектами здесь является строительство участка автодороги М7 с обходом Нижнекамский и набережной Челнов с мостом через Каму. Скоростной трассы М12, что позволит создать южный обход Казани с мостом через Волгу. Завершение строительства автомагистрали Шали-Бавлы. Вторая очередь Большого Казанского кольца, также второй линии метрополитена. Наряду с этими мы продолжим работу по ремонту объектов транспортной инфраструктуры, создание соединения наших населенных пунктов дорогами с твердым покрытием, подведение дорог фермерским хозяйствам. Все эти проекты в первую очередь направлены на повышение качества жизни наших граждан. Қадірлі ватандашлар, уважаемые Татарстаны, в завершение своего выступления хочу процитировать татарского поэта, участника Великой Отечественной войны Наби Даули. Бір кім барсам, тағын яңа шәһәр, тағын барсам, яңа бистәләр. Мин ышанам хәзер, кояшны да җир астыннан таптык дисәләр. Эти слова написаны еще в послевоенные годы, актуальны и сегодня. Наша республика с каждым годом преображается. Мы реализуем самые смелые планы. Впереди, я уверен, нас ждут новые, не менее амбициозные проекты и открытия. Ведь Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, безден кыш, бердәмлектә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бузу рахмат, Рустам Нургалиевич. Уважаемые участники заседания, позвольте поблагодарить президента республики за обстоятельный доклад, глубокий анализ положения сегодняшние, задачи на завтра и ключевые вопросы, которые беспокоили избирателей нашей республики, ключевые вопросы и задачи, которые стоят перед республикой на предстоящие 5 лет. Я думаю, и текущий год, на 2021 год, сегодня президентом были обозначены. Я, завершая это заседание, хочу напомнить регламент. Вопросы не задаются, выступлений не предусматривается. Единственное, хотелось бы подчеркнуть, что ваши аплодисменты – это всецело поддержка прозвучавшего предложения президента об объявлении 2021 года годом родных языков и народного единства. Призываю депутатов всех уровней активно включиться в мероприятия по подготовке и проведению еще одной важной задачи – предстоящей переписи населения всероссийской. Кроме того, в следующем году нам предстоит завершить обновление представительной вертикали – выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Рустам Нургалиевич, задача стоит такая, которую вы и поставили, сохранить количество как минимум депутатов Государственного Совета от Республики Татарстан, достойных избрать с той задачей, чтобы отстаивать интересы республики в законодательных представительных органах власти федеральных для решения вопросов, как вы сказали, повышения качества жизни жителей республики и страны в целом. Стратегия 2030, о которой сегодня шла речь, на которую опирался президент, она действует, работает. Это тоже
наши совместные усилия, как уже было сказано в докладе, всех ветвей и уровней власти – государственной, муниципальной, представительной, исполнительной и всех наших трудовых коллективов. Рустам Нургалиевич, по традиции, в короткий срок Президиумом Государственного Совета, я уверен, и правительством, будут разработаны специальные планы комплексные по реализации задач, которые были обозначены в ежегодном послании президента нашей республики. Уважаемые депутаты, вопрос повестки дня рассмотрен. 14-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан объявляется закрытым.